сегодня біз жиылдық инде. Біз бик ұзақ Рөстәм белән Казанда булдык. Анда һәр көнне яңа кызык форумлар уза. Инде біз мин башта Татар хатын-кызлар форумына килдем, Аккафак Казанга. Аннары безнең инде Сабантуйлар очрашу организаторлары өчен шундый кызыклы форум ясадылар. Тагын безнең Идел яшьләре безнең өчен актив блогерлар форумы ясады. Һәм бик күп кызык. Мин алар турында һәр вакытта да безнең чатта язам. Телеграмда аны укып барасызмы, юкмы икән белмим инде. Но мин сезне һәр вакыт анда чакырам. Siz de barasınız bulam ne? İdil yaşları her vakit например, bloggerlar öğrenüğün için anda bir kızık program buldum. Kızık speakerlar çağırdılar, Tatar Malay, например, самый там популярный да татарский блогер. Анна, ол да чыгыш ясады. Как монетизацию делать в блоге? Это вот мне кажется, sizin yaşlar için бик хәзер кызык һәм бик полезный була. Шулай итеп, без инде соңгы арада Казан форум дигән форумда булдык. Ул инде шундый международный исламский форум. Анда бөтен төрле чит илләрдән килделәр, актив рәвештә эшләгән кешеләр, бөек кешеләр. Анда инде бу иң зур форум дип премия да бирделәр бу форумга. Казан Экспода булды, шул Казан аэропортының янында. Һәм без Рөстәм абый белән, Рөстәм абый Ямалиев, шуның турында сез катлаулырак сорарсыз дип, шулаймы? Аннары инде Рөстәм абый тагын милли җыенда да булды. Шулай итеп, Казанда бик күп чаралар уза, анда без бик актив катнашабыз. Шулай итеп, менә бик яңа зур мәгълүматлар килдек. Беләсез инде хәзер безнең бөтен җирдә Сабантуйлар башлана. Без Рөстәм абый белән иртәгә Астраханьга сельский Сабантуйга барабыз алайса. Сельский федеральный Сабантуй. Анда да катнашабыз, безне чакырдылар. Сез дә актив булсагыз, сезне дә үзебез белән алып бара алырбыз. Шулай итеп, беләсез инде безнең Мәскәүдә, Мәскәү өлкәсендә безнең бу елы 24 июньдә Дубна шәһәрендә була. Анда безнең актив яшьләр өчен бик күп программалар була. Безнең иң матур сайтта ясадык, шуңа багышланган. Анда сезнең актив эшегез дә кирәк була. Сездән актив эшегезне сорыйбыз. Siz bizga buluşsagыз, инде ул безнең Сабантуйыбыз була дип әйтәсем килә. Теге елны бик зур рәхмәт әйттек без кызларга, егетләргә. Алина, каялы минем Алина. Алина бик зур безгә ярдәм итте. Анда тагын кызлар, егетләр, Динар да язган иде. Мин актив катнашачакмын. Бүген килмим, бәлки катнашачакмын. Үзем дә бу Сабантуйда сезне дә чакырабыз. Әлбәттә ул монда гына түгел, бәлки без бергәләп анда электричкада барып җитә алабыз анда. Бик кызык программа була. Анда инде безнең iPro Show дигән организаторы аны уздыра. Анда безнең бик кызык квест була. Иң кызыгы инде минемчә менә безнең яшьләр өчен минемчә квест. Анда төрле заданиялар һәм бу заданиялар буенча без бу паркта пашарабыз кызык әйберләр. Һәм сез аны эзләп табарга тиеш буласыз. Квест шундый квестларны без уздырган идек Мәскәүдә. Бу арада һәм моны инде Мәскәү өлкәсенең Сабантуйында уздырырга дип уйладык. Менә анда да безгә катнашырга да була һәм бик күп яхшы призлар була. Шуңа күрә сезне актив катнашырга чакырам. Шунда беләсез инде Мәскәү Сабантуйы бу елда 1 июль. Ул инде безнең Коломенский паркында була һәр елны уздырылган җирдә. Анда да бөтен җирдә уеннар була, анда да катнашырга була.
Бу һәр елны беләсез инде без шулай инде Илдар Умярович монда чыгыш ясаган гребледә катнашабыз. Менә безнең егетләр командасы уже җыелды. Тимур монда юк. Тимур актив уже катнаша. Ул безнең командада һәм кызлар менә җитеп бетми. Кызлар кем тели бу гребледә катнашырга була. Теләсәгез. Шулай ук без һәр вакыт кызык чараларда катнашабыз. Анда инде һәр вакытта безнең бәлки шатер булыр, шунда күрешербез, аны турында язабыз. Сез укыгансыздыр, мин чатта сездән сораган идем администратор. Администратор чатының табылмады. Бик теләмәдегез, никтер. Ни өчен кирәк ул? Сезнең өчен bütün чараларны мин укый алмыйм, белә алмыйм. Әмма сез бит инде студент булачак, беләсез нинди чаралар сезнең институтта була. Һәм нинди чаралар Мәскәүдә кызыклы сезнең өчен. Аның турында мәгълүматны куярга була Телеграмда. Куйыгыз, чакырыгыз дусларны бергәләп. Например, сегодня показ фильма «Форсаж» 10-го. То есть вы можете взять вместе, сделать опрос. У нас есть очень активный чат, например, Прохед. Анда без һәр вакытта просто делаем опрос, кто сегодня хочет посетить такое-то мероприятие. И там, например, так же, как я делала, например, про сегодняшний вечер, там, кто придет, я хочу, там, я не приду, я не смогу, еще что-нибудь такое. То есть вы сами также можете сделать, сами запилить опрос. Это вообще легко делается в Телеграме. И просто также вместе собраться и посетить какое-нибудь мероприятие, вместе сходить в парк. Элементарно в выходные куда-нибудь съездить, сделать шашлыки. Это все в ваших руках. Это на вашей активности. То есть не всегда доходят у меня руки на это все, да, но я считаю то, что шулай күрсәтәм. Һәр вакытта да йөрисез бит Китай город вороталарына. Һәм шулай итеп, Рустам генә түгел, сездән дә актив булырга без телибез. Сез оялмагыз, активлыгыгызны чыгарыгыз. Шулай итеп, тагын Рустам абый сезгә сүз бирим инде. Ату бөтен нәрсәне сөйләп бетерәм. Нәрсә әйтәсем килә менә. Безнең бит татар дөньясы, ул бит зур түгел, да? Менә татар дөньясы безне белә. Без иң зур, иң популяр оешма татар дөньясында. Безнең кебек оешма андый популярный юк. Менә безнең көнгә карай 100 мең кеше. Беләсез, да? Безнең 4 канал YouTube бар. Biz her günni YouTube kinolar, менә безнең бит әле бар, менә без сезне төшерәбез монда, әле Казанда да 2 YouTube канал бар, да? Менә шуңар безне күпше беләләр, киләләр инде. Менә безнең бит бар әле национальный конгресс татар. Анда безнең бар бизнес-сообщество. Менә шуңар инде шул бизнес-сообществога без шунда тоже менә катнашып инде, шулардан проспекттан алып инде, менә аларны хәзер җыеп аннан без 31 числода инде монда аларны җыеп алып киләбез инде. Монда алар белән аралашабыз. Менә шуңар инде бу безгә бик файдалы булды, бик яхшы булды. Менә күп фотокарточкаларда төштек, күп кеше белән аралаштык инде шул экономический форум. 15 мең кеше. Даже менә съемный бер квартир калмады Казанда, не говоря о отелях. Бер такси юк, бер нәрсә шундый Казан шундый дәрәҗәдә, шундый чара үткәргән бер качан булды. Ул бит татар дөньясында инде, Казанда бит шулай бит инде аңлайсыз. И шундай чит ил килеп инде, шундый бик зур нәрсә булды инде. Ну, мусульманский форум, менә Булгарда сез булдыгызмы, юкмы? Менә если кемдер булмаган Булгарда, анда һәрбер кеше барырга тиеш, потому что Булгар ул безнең инде нигез. Без менә 1100 ел элек инде шунда мусульманство, значит, безгә килгән. Оннан соң уже Пенза, Нижгород, Мордовия, Средняя Азия, мусульманство бездән дибез инде. Казаннан, Булгардан уже анда таралган, оннан соң. Менә шуңар инде тоже ул бик кызык булды. Менә киноларын карагыз сез. Минем нәрсә әйтәсем килә, менә сездән күбрәк активность, менә безнең советка кирәк берничә кеше, менә кемнең бар шундый теләк, менә советка керергә. Сөйләдем дә ул совет турында инде. Безнең менә председательләр анда бар 17-18 кеше, менә уйлagыз да вот Гульнарга килерсез, аннан соң кересез шул советка. Безгә шулай уңайлырак менә сезнең белән аралашырга совет аркылы инде. Менә шулай иттереп. Тагын бер сезгә инде кабатлап әйтәм, теге менә хәзер шундый замана да, менә шундый интернетта бара западный пропаганда,
әллә нәрсәләр. Менә хәзер аларга подписываться кирәкми, лайклар куймагыз. Алар барсы да хәтердә кала аннан соң. Менә 10 елдан, 20 елдан депутат булырсыз, судья булырсыз. Алар барсы да менә хәтердә калдыралар. Менә бүген уже бөтен интернет, Фрунзенская набережная, әллә нәрсәләр булган, нәрсә генә алар бит алдайлар. Алар специаль жалганну. Ул сатанизм инде, да? Даже менә безнең президент Татарстана инде. Менә алар бит хәзер нинди пропаганда алып баралар. Алар алып баралар шундый пропаганда безгә булырга тиеш родитель 1, родитель 2, яшь балалар аннан соң үзенең свой пол должны выбирать инде. Шулай бит инде, ул нәрсәсең ул? Без должны, наверное, без сезнең белән вот нинди безнең устои бар менә, ни мусульманство или христианство. Менә вот от чего безгә отталкиваться кирәк. Менә кемгә шанырга кирәк. Менә әти-әниләргез безгә шанырга кирәк. Бут шалырга. Вот. А теге ул жалганны шундый акча хәзер столько нитәләр инде. Шул западный пропагандага мин сезгә просто не оградить сезне инде менә шундый нидә. Бик күп шундый эшләр хәзер теге расшатать безнең внутри ситуацию. Менә бу пожарлар, да? Алар инде менә 10 мең, 15 мең җибәрәләр дә, наркоманнар аннан соң видео отчет җибәрәләр дә, аларга акча җибәрәләр, менә шул пожарлар, железные дороги, эти ящики инде дә, вот. Менә шундый нәрсәләр хәзер бездә әзрәк бар инде менә. Шундый бик мәшәкатьле, мин әйтәм бит, шундый вакыт. Менә шуңар сез будьте готовы, менә сезнең институтта кураторлар бар, институтта укыйсыз, шуңар инде менә шуларга шанып калабыз без. Вот. Безнең, значит, хәзер инде менә была, значит, сельский федеральный Сабантуй, менә безне чакырдылар. Оннан соң 1 июля будет федеральный городской Кемеровода быел. Менә безне былтыр чакырдылар анда. Без баргач анда обязательно ясыйбыз льготный подписка. Без анда обязательно вот Астраханьда тоже безне чакырдылар яшьләр белән анда аралашабыз. Без анда, значит, общественность татар автономии белән очраш була безнең. Значит, телевидение, газеты без барыбер барсы да инде безнең белән көтеп тора, барсы да безнең белән без потому что кешеләргә бик кызык и кеше безнең белән аралашырга тырыша инде. Менә ничек ул нәрсә ул шул татар дөньясында әйтәм бит без теге мактаны түгел, буны менә сез карагыз инде кайда тагы бар автономия, менә Челябинский бик яхшы автономия, ВКТ, конечно, да, ВКТ бик яхшы эшләй безнең. Вот без алар белән бергә эшләйбез инде ВКТ белән. Вот, шуңар, значит, безнең хәзер нәрсә булачак? Безнең була Аллагый, да, женский клуб безнең булачак тагын. Менә сезнең бик бизнес белән, бик ни белән шөгырьләнгән кеше 31 числа тоже менә можете килергә безгә менә монда, анда будет взрослый инде теге бизнесмены, шундый теге офицерский әзрәк шундый под влиянием инде без булабыз. Значит, әйдәгез менә бүген татар телендә генә сөйләшәйек, да, үзара. Кил татар телендә менә ничек татар телен сакларга, ничек татар телен киләсе буыннарга күчерергә безгә. Значит, менә шуның турында үзара сөйләшсәгез бик яхшы булыр иде. Менә кемгә татар теле кирәк? Мин гел сездән аны сораем инде. Менә бу зур шәһәр, менә бу перепись ничек булды, да? Менә мин хәзер булдым 10 колледжда, где-то 20 мәктәптә булдым, да? Ну юк татар теле хәзер бик әзәя татар теле. Хәзер татарларның бит жарты татарча сөйләшми, язмайлар, укымайлар, да? Без аны әйтәбез инде. Менә шуңар әйдәгез, укыгыз, языгыз, татар теле үзара сөйләшегез инде. Менә шундый сезгә безнең максат инде. Менә безнең даже колледжда без булабыз, барсы да тоже безне беләләр. Без хәзер менә конгрессның бүлеген ачтык Казанда, да? Казанда, значит, и без бүлек яшьләр, менә без мәктәпләргә җөрибез, мәктәпләргә, колледжларга җөрибез. И шул сездән дә алар белә кирәк инде. Аларга гел 15-17 яшь Тимур. Значит, алар сездән дә яшь. Менә алардан без тырышабыз сойларга шундый актив милли рухлы кешеләр. Шул менә хәзер 10 елдан, 20 елдан кем татар телен безнең, значит, алып барыр? Кем татар теле безнең пропагандировать итер? Шулай бит инде. Менә без сезгә ышанабыз. Менә шул яшьләрдән, менә без хәзер Нижнекамскида менә киносын карагансыздыр да, без сайладык бөтен мәктәпләрдән, колледждан 36 кеше. Менә алар инде шундый мотивированный татар теле шигырьләр язалар, сөйләйләр татар телен инде.
Менә шундый кешеләрдән без инде хәзер аларны үстереп, алар белән аралашып инде менә шундый безнең политика. Бу эш белән бүтән бер кеше шөгыльләнми инде. Вот, без шуның белән тоже тырышабыз инде. Бүген, значит, без сезгә монда гәҗит һәрберегез алыгыз. Анда, значит, Магнитогорская газета, безнең Татар дөньясы газета, анда Нижгар газетасы и Известия Татарстана инде. Менә алыгыз туганнарга, әбиләргә, бабайларга кем кайда алып бара, берничә пакет булса алыгыз. И кем менә монда жаңа кызлар бар, менә тоже кем китап безнең алмаган, тоже китапны алыгыз. Вот. Безнең бүген конкурс не сторислар, как обычно. И, значит, этот сторислар көтеп торабыз сездән. Хәзер без сүзне бирәбез. Ул аплодисмент булмаса сөйләмәйм ди. Мне хочется затронуть такую тему, которая важна и актуальна каждому. Вот то, как искусственный интеллект повлияет на каждую жизнь. Может, это звучит банально, и вы уже постоянно об этом слышали, но мне хочется рассказать именно не технические аспекты, а именно про будущее. Про то, как это повлияет на нашу жизнь в ближайшие 30 лет. Вот, мне просто хочется донести, насколько это все же значимо и важно. Насколько это вообще все изменит и как бы... Если есть какой-то вопрос, или кто-то не согласен, поднимайте, готов поспорить, если в чем-то не прав. Ну вот, но все же, опять же, вы слышали про то, что как стремительно развиваются технологии сейчас, то есть уже генерируется текст, уже можно сгенерировать любую картинку, и уже начинает видео. И мне хочется, вот, чтобы вы представили, как это может повлиять на нашу жизнь вот, в ближайшем уже будущем. То есть лет через 5, лет через 10. Как это может повлиять на вашу профессию. То есть, например, если уже сейчас можно генерировать любой текст на уровне среднего человека, то эти технологии, они развиваются постоянно, и они будут развиваться только быстрее с этого момента. Потому что если раньше не было особо больших инвестиций в эту сферу, то именно сейчас ведь начинается аналог вот именно гонки вооружений. Если вы вспомните про холодную войну, когда Советский Союз и США конкурировали между собой, чтобы создать сначала ядерное оружие, потом другое, это именно тот самый период, когда страны конкурируют, чтобы создать что-то сверхоружие, когда происходит максимальное развитие технологий. Вот сейчас ведь аналогичная ситуация. Есть несколько компаний, причем из разных стран, которые, в интересах которых получить как можно прибыли. Именно поэтому эти компании самые крупные, у которых больше всего не только денег, но и данных. Ведь все данные, что мы делаем в интернете, ими владеет несколько крупных компаний. То есть, чтобы вы не писали там в Google, Microsoft, там Apple и так далее, Facebook. И вот все эти компании, они собирают столько данных, что уже сейчас они могут создать такие модели, которые мимикрируют человеческую речь. Вот. И я хочу рассказать про такой концепт, как технологическая сингулярность. Вот это очень интересный концепт в футурологии. То есть представьте себе вот такой процесс просто экспоненциального роста технологий. Если уже сейчас у нас такой прогресс в технологии, что эти программы могут генерировать какие-то отдельные кусочки кода, то представьте, что будет тогда, когда вот эти программы смогут генерировать не только какой-то маленький количество кода, а в принципе программы аналогичны себе. То есть может настать такой момент, когда эти программы будут улучшать сами себя. И именно тогда это такой момент, когда рост может стать по-настоящему экспоненциальным, то есть программа будет улучшать себя постоянно, и люди уже не факт, что будут постоянно наблюдать и понимать, что происходит. То есть это такой момент, когда технологии развиваются так быстро, что даже люди не способны это понять. И тогда вот получается, какой сейчас? И сейчас он на уровне каких-то узких специальностей. То есть каждый выполняет какую-то отдельную задачу. Ну, вообще, например, генерировать текст — это применение для многих задач. Но в целом, ведь все компании заинтересованы в том, вот, например, OpenAI, которая разработала ChatGPT, основная цель этой задачи — это именно создать первый алгоритм, который называется Artificial General Intelligence, то есть общий интеллект, который сможет выполнять любые задачи на уровне человека. То есть абсолютно любые, представьте, то есть интеллектуальные задачи, чтобы вы его не выполняли. Есть компании, которые направлены все свои усилия, чтобы уже создать такой алгоритм. И по прогнозам это не будет где-то в далеком будущем, а буквально в ближайшие 5-10 лет такой алгоритм, скорее всего, получится создать, потому что в этом очень много заинтересованных, в этом много денег, средств и хайпа вообще. Поэтому это наверняка произойдет. И представьте, что произойдет тогда как бы и с вашей профессией, и вообще со всем, что мы видим в интернете. То есть, по сути, если сейчас то, что мы видим в интернете, в основном сделано людьми, то уже сейчас можно замечать много искусственно сгенерированного контента. То есть что-то, что поставлено на автоматизацию, и в создании чего вообще не присутствует какое-то человеческое, не то что человеческая душа, вообще человеческий разум. То есть все происходит автоматически. Даже вот видео в Ютубе, несмотря на то, что там очень много всяких компонентов, но ведь уже голос можно сделать почти на уровне неотличимого от человеческого. Различные картинки сгенерируются, различные идеи.
Вот и уже сейчас в интернете важно быть очень аккуратным. Что бы вы ни видели, понимать, что это может быть сгенерировано искусственно. От любых вот картинок, которые, если вы там не будете пристально взглядывать вообще на стиль, или вот сейчас актуально смотреть на всякие детали в анатомии, в одежде, что они будут казаться нереалистичными, то это можно понимать, что картинка может быть абсолютно искусственная. Вот так же и текст. То есть вообще потенциально есть же угроза огромных таких информационных атак, то же самое в политической сфере, что есть какие-то заинтересованные будут партии, будут власти, которые будут продвигать какую-то агенду в интернете, то есть, например, в соцсетях, и постоянно генерировать искусственный контент. И так как это настолько дешево, настолько массово можно делать, уже не надо будет тратить на это людям. И в целом, наверное, важная задумка в том, что уже абсолютно не стоит верить ничему и сразу предполагать, что это, скорее всего, искусственно, потому что это уже делается легко. Ну, если в этом есть какая-то цель и выгода тому, кто продвигает какую-то информацию. Вот. И просто я хочу представить, чтобы вы представили то будущее гипотетическое, которое вот может настать лет через 20, лет через 30. То есть, когда уже все задачи будут выполняться какими-то алгоритмами, в которых уже не будет присутствовать что-то человеческое. Вот. Например, вот то же самое искусство. Представьте, если уже сейчас можно генерировать любую картинку, любое искусство, и вы уже не можете отличить, сделал это человек или робот, точнее алгоритм, вам уже надо подумать. А представьте, что будет тогда, когда эти алгоритмы смогут генерировать огромные видео, огромные фильмы. То есть вы можете не просто там сходить в кино на ваш любимый фильм, а просто сказать вкратце, какой фильм вы хотите увидеть, и уже там за какое-то время сгенерируется вам целый фильм, целое видео. Что вообще тогда произойдет с ценностью искусства, когда вот обесценится человеческая креативность? Как выделяться в таком мире, где искусство может генерировать все то же самое, что может сделать человек? В чем вообще будет тогда ценность искусства, когда в ней потеряет человеческая душа? Это довольно актуальная проблема, даже если нет каких-то технологических способностей это делать сейчас, есть люди, которые в этом заинтересованы, получать там огромные средства. Зачем там на голливудский фильм тратить $200 миллионов, когда можно сделать такой же за $1 миллион? Вот, эта вся цена будет снижаться, пока все эти возможности будут доступны каждому. Вот, и тогда произойдет настоящий взрыв количества информации, экспоненциальный рост вообще всего знания, всего креативности. Вот, и просто важно подумать, как это именно может влиять на вашу профессию, на то, чем вы планируете заниматься в будущем. Мне кажется, единственное, что вообще незаменимо, это то, где вот мы можем взаимодействовать лицо к лицу, и где важно вам, чтобы перед вами стоял человек. То есть, например, какие-нибудь люди, с кем вы контактируете ежедневно. То есть многим приятно контактировать именно с живыми людьми, чем с мониторами. Вот. Но многие процессы, которые делаются где-нибудь за экраном, если ваша профессия это просто сидеть в офисе, смотреть экран целыми днями, то, скорее всего, нет ничего невозможного, что нельзя будет заменить алгоритм. То есть, если там работа в Excel, в PowerPoint, уже сейчас есть прототип программ, который все это выполняет за несколько просто минут, даже если они не в общем доступе. Но есть там программы, например, Microsoft, Google, которые уже сейчас заинтересованы в том, чтобы все, что можно выполнять за экраном, автоматизировалось полностью. Вот. И я считаю просто совет, что в будущем надо искать то, что отличает себя именно важно, что вы являетесь человеком, что как бы люди видят, что вы человек, вы заводите своими человеческими качествами, что как-то лицом к лицу взаимодействовать. И вот сохранять человечность вот в этом мире, где все станет искусственным, 99% информации, которую вы видите в интернете. Представьте, вот если искусственный интеллект уже применяется в алгоритмах, которые рекомендуют нам видео, посты в соцсетях, то есть, например, в ТикТоке, в YouTube короткие видео, они почему так от них такая зависимость? Потому что это все алгоритмы, которые по максимуму нацелены на то, чтобы вы проводили там можно больше времени. То есть, и несложно представить, что через несколько лет настанет такой момент, когда эти алгоритмы будут не только нам рекомендовать контент, а будут его перезаводить. И то есть будет такой настоящий визуальный цифровой наркотик. То есть, если сейчас уже многие зависимы от соцсетей, то представьте, когда все в соцсетях будет специально сделано, чтобы вы как можно больше времени там проводили. То есть, когда все даже не будет делать с людьми, а огромными просто алгоритмами, которые непонятно как работают, и вы даже не сможете отличить, а сделал ли это настоящий человек, или это сделано искусственно. И соцсети, они станут еще опаснее, потому что вы не просто там будете проводить все свое время, а вы даже не будете понимать, а сделал ли это человек, и вы приносите какую-то пользу, или вы просто как бы поглощены вот в это, потому что вот все это биологическое, то, что эволюционно у нас вызывает привыкание, вот эти короткие видео и так далее, когда они просто достигнут совершенства, что будет сделано максимальное искусство, что это очень опасно.
Вот. И такая реальность, она уже постепенно, вот, мы можем наблюдать на своих глазах. По сути, нам ведь очень повезло. Мы то поколение вот, за всю историю человечества, которое видит очередную технологическую революцию. То есть это революция в плане интеллекта, в плане знаний, она ведь настолько же значима, как, по сути, и открытие сельского хозяйства, как промышленная революция, как и появление интернета. Но в чем отличие от остальных вот этих резких скачков развития? То, что оно будет происходить не просто на протяжении десятилетий и там долгое время, как предыдущие, оно происходит прямо на наших глазах, вот в течение лет, сколько всего за год поменяется. А теперь представьте, что произойдет на следующий год. Это все количество вот прогресса, которое будет происходить, оно будет расти и расти. Потому что нет никаких процессов, которые тормозят. Вообще сам капитализм, он идеально построен на то, чтобы компании в погоне за деньгами, в погоне за все большим получением прибыли создавали все больше и больше различных новых технологий каждый год. Вот. И поэтому мы можем видеть, как прогресс экспоненциально развивается на наших глазах. Вот. И в этом отличие от остальных революций технологических, потому что там это происходит сейчас с годами. И это происходит не просто сразу, а еще и глобально, потому что доступ к этой технологии получают фактически все, у кого есть доступ к интернету. А доступ к интернету есть там у 60% населения мира. То есть и в России там у 80% населения. То есть, по сути, большинство человечества получает ежемоментно доступ к каким-то технологиям там, в течение нескольких месяцев, нескольких лет. Эти вот изменения будут глобальными. И, в общем, настигнет такой момент, когда мы уже не сможем вообще осознать, что вообще происходит, насколько быстро развиваются технологии, и когда вообще все может там, в интернете, в реальной жизни руководствоваться этими алгоритмами, вот тогда это и наступит технологическая сингулярность, то есть термин, взятый из физики, то есть в черной дыре, за горизонтом событий, то, что мы никак не можем узнать, то, что мы никак не можем предсказать, предвидеть. Вот, то же самое ждет нас в будущем. Но ведь никто не знает, что на самом деле будет через 30 лет. Будет ли вообще там существовать человечество? Ведь что если у нас будет такой алгоритм, который может делать все, то и любой человек, который может использовать его в негативных целях, воспользуется этим, эксплуатирует, тогда может появиться настоящая катастрофа. То есть, если алгоритм ни на чем не остановится, его ничто не сможет останавливать, то есть не будет какая-то задача производить какой-то там из материи материал, то это может повлечь чуть ли не всю планету. Ну, гипотетически. Вот. И мне кажется, поэтому эта революция, она именно технологическая, она важнее, чем все остальные изобретения. Там, если ядерные бомбы изобрели, но ее там 2 раза не применяли из-за страха, то сейчас, по сути, все человечество, оно вот, только максимально стремится к получению прибыли, к развитию технологий, вот, и не останавливается ни на чем. Для меня самое сложное в моей работе — это найти контент с заказчиком, потому что у нас многие люди, молодые даже, не могут зарегистрироваться на госуслугах. Как они смогут объяснить искусственному интеллекту, что именно за изображение или именно что им нужно от искусственного интеллекта? Если до этого задачи эффективнее выполнялись людьми, сейчас самое эффективное — это гибрид человека и интеллекта. Но впоследствии, то есть все функции, которыми занимается менеджер, возможно, не вся профессия, конечно, но большинство из них, то есть все будет больше увеличиваться процент тех задач, которые можно автоматизировать, например, объяснить, что такое услуга. То есть представить, там сидит какая-то, какая-то бабушка, дедушка лет 70-80, ничего не понимает. Но она может как бы сказать телефону, вот, и, например, вот сейчас есть примитивные всякие чат-боты уже во многих программах, то есть это уже внедряется. Тем, что в госуслугах. Там есть какой-то там робот выскакивает, там, здравствуйте, как вам помочь. Но пока что они на примитивном уровне. Вот, но это же все постоянно развивается и будет становиться лучше, важно не упускать этот момент. То есть сейчас эта схема работает, и там в ближайшие 5 лет еще, конечно, возможно, этот гибрид будет успешно и эффективно справляться. Но важно ведь и понимать, что вот все, чем вы занимаетесь, оно ведь в какой-то момент тоже может быть заменимо. Возможно, это сложно представить, но в этом нет ничего невозможного, по крайней мере. То есть можно там представить себе алгоритм, которым любой человек взаимодействует, говорит ему, там, как я сделаю то на госуслугу. И любыми простыми словами в этом он сути. Так как у него есть данные со всего интернета, он может легче понимать любые запросы, даже если они там коряво написаны, там, все эти ошибки в написании или там непонимание, как устроено. И все может быть интерфейс даже упростить до такого уровня, что просто как бы говоришь, что надо сделать, он и делает. Не обязательно там разбираться в Excel там, или в PowerPoint, любых программах, в госуслугах. Просто говоришь, что не нужно там. Мне нужно там сделать это. И это само автоматически делается. Вот. Если делается не то, говоришь, что не так, там исправляется. То есть это все можно автоматизировать до предела. Энджи, она пожила 7 месяцев
на Бали, и вот приехала такая загорелая, красивая, изменилась, мы даже ее не узнаем. Расскажи нам, пожалуйста, как ты достигла такого и что там интересного на Бали? И самый главный вопрос. Почему она осталась в Москве? Вернулась? Да, нет, она была проездом и решила остаться и жить в Москве. Почему? История, да, самое интересное. Всем привет, меня зовут Энже, я блогер, travel-блогер, английский преподаю, также в моем инстаграме делаю ролики про английский. Да, я сюда приехала в Москву вообще из Шанхая когда-то и осталась здесь в Москве благодаря штабу татар, поэтому меня прям очень сильно здесь объединяет, потому что мне было одиноко, мне было грустно, а в штабе татар очень много людей, поэтому у нас прям костяк тут сформировался, с кем мы постоянно тусим. Сейчас я недавно жила в Азии, я жила в Таиланде, на Бали, в Камбодже, в Малайзии. И вот прилетела обратно сюда, потому что все-таки тянет, но здесь просто пипец загруженность, уровень счастья ниже, поэтому я не знаю, насколько я здесь задержусь, возможно, улечу. Если кто-то учит английский, welcome в мой блог, можно посмотреть, там прикольные видюшки, и может кому-то будет полезно. Сама я лично уже в ученики не беру, но у меня, да, учатся Касперский, Атланты, Клуб 500, предприниматели, Кухенланд, может, вы знаете. В принципе, вот, спасибо. Надеюсь, вам здесь понравится. Şımır çeşkem diye bir kelep hemsi yüreğimden ornun ornuna Yaklarını yazdı yaraklarına gitti yanlanıp kamide soğumuna Şımır çeşkem diye bir kelep hemsi yüreğimden ornun ornuna Yaklarını yazdı yaraklarına gitti yanlanıp kamide soğumuna Yalgışığım düşün, düşürsün, düşür Yok kalma kabat yaramaz Seni unutma dostum, mehabbetten üstün Yazmış var bizden arada Yaktı yaşlık yazın, devgisi yazın İnsanı biz geldi şerefli Yüreğinde kökten seni gafur etken Ki katılamına kişerimi Öptü yaşlık yazın, kavgisi yazın Kim sağına isker düşerimi Yüreğinde kökten seni gafur etken Ki katılamına kişerimi Teşer atmışımdır, ümitlerim gibi kapakını Unutmagansındır, iske alasındır Sağınam şul minde uşakını Şımır şeşkem diye bir kelep bensiyor Yüreğimden ornuna Yatlarını yar ettin, yaratlarına gittin Yanganıp kamine salınma Şımır şeşkem diye bir kelep bensiyor Yüreğimden ornun aldığına Yatlarını yar ettin, yaratlarına gittin Yanganıp kamine salınma Düşüşlerim oynayıp bile min gine gülmeyim Uyanında yanımı tapmini balanı bilmeyim siz mahtur kızlarım ilk şayardasınız Yüreğimden yanılarım ağlamıyorsunuz siz mahtur kızlarım ilk şayardasınız Yüreğimden yanılarım ağlamıyorsunuz Min işimde gel başımda her şapaktılar Kızlar gına urravza yaratmıyor siz mahtur kızlarım ilk şayardasınız Yüreğimden yanılarım ağlamıyorsunuz siz mahtur kızlarım ilk şayardasınız Yüreğimden yanılarım ağlamıyorsunuz
günümsüz Arağızdan bir-birigizne siyememsiz Evsiz matur kızlar nikşa yartasız Yüreğimnin yanılar ağlamızsız Evsiz matur kızlar nikşa yartasız Yüreğimnin yanılar ağlamızsız Ağları şoylarla Kili Mine mutuanayım Ey mine mutuanayım Ontal mimanet mi Avvalım uğramlarım Hatta bu yapıyır akılarına Suzuladım Ontal mimanet mi Avvalım uğramlarım Hatta bu yapıyır akılarına Suzuladım Bir yer seslendenin İleminin başka yalı Ağalımına Kıpıtıra Küptenige balaşalı Ondal imanetin Ağalım uğramları Ettir bulak bir akılarga Suzuladım Ondal imanetin Ağalım